Мы на одном из самых брутальных соревнований. Здесь отважные парни решают свои вопросы с помощью силы. Выясняют, кто же достоин золота. Мы на первенстве Республики Башкортостан по рукопашному бою. Проходят эти состязания в спортивном комплексе «Динамо». В соревнованиях принимает участие 17 команд из разных городов и районов республики. Всего 164 спортсмена. Это спортивное мероприятие является одним из важных в сезоне. Расскажи про навыки рукопашного боя. В рукопашном бою практикуется ударная техника и борьба. Очень важен упор на борьбу, потому что за счет ударной техники победить очень тяжело. Что нужно делать, чтобы победить соперника? Соперника победить не удары помогают. Это в основном удары передней рукой, называют джеб. Ну и если на тебя соперник идет, встретить его апперкотом. Сам президент Федерации рукопашного боя по Республике Башкортостан вручит победителям памятные подарки. Кстати, этот вид спорта пользуется большой популярностью в нашем регионе. Это единоборство включает в себя множество стилей. Часто некоторые приемы используют даже солдаты в армии, и полицейские по долгу службы обладают базовыми приемами. Назар, ты одержал победу. Как это произошло? У меня была такая тактика: сразу повалить соперника в партер и начать удерживать его. Расскажи, почему ты выбрал рукопашный бой? Потому что там больше приемов, чем в других видах спорта. Из-за этого выбрал рукопашный бой. По итогам командного зачета 3-е место заняла команда спортивного клуба «Динамо» из города Уфа. На 2-м месте военно-патриотический клуб «Купол» города Давлеканово. А победителями становятся воспитанники спортивного клуба «Сапсан», город Училы. Поздравляем лучших! Такие мероприятия очень мотивируют и учат не только выигрывать, но и становиться побежденными с достоинством. За этим видом спорта будущее. Он воспитывает быстроту реакцию, выносливость и самодисциплину. Амирхан Сафин, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.